Выявить и решить проблемы людей, живущих в глубинках. С этой и другими задачами в Кайгородский район отправилась социальная экспедиция Союза женщин Республики Коми. Общественная организация подготовила для местного населения множество интересных и важных мероприятий. Каких, расскажет Павел Королев. С раннего утра в Кайгородке многолюдно. Сегодня здесь работает социальная экспедиция региональной общественной организации Союза женщин Республики Коми. В повестке дня множество разных мероприятий. Дружная команда отправляется на площадь Воинской славы, чтобы высадить кустарники в рамках экологической акции «Дерево дружбы». Сысольский район, Прилузье, Карткировский район женщины приехали. Они поделятся своим опытом, как они работают с населением, как они работают с детьми, с женщинами, что у них получается, что не получается. Я обратила внимание, что у нас стали создаваться вообще массово женсоветы в поселках. И это очень хорошо. Мы обменяемся опытом. Одна из главных задач экспедиции – работа с населением. Пока в местной администрации идет круглый стол на тему «Женщина. Стратегический ресурс Республики Коми», на других площадках села работают специалисты из разных сфер деятельности. В центральной районной больнице ведут прием травматолог-ортопед и офтальмолог. Пациентов большое количество к нам пришло сегодня с утра. Уже осмотрено порядка 8 пациентов. Все пациенты, безусловно, рады тому, что приехали узкие специалисты к ним. Кому-то удается помочь прямо здесь и сейчас, кого-то мы отправляем на дообследование для уточнения диагноза. Патриотическое направление крайне важно для подрастающего поколения, поэтому в школе развернулись спортивные площадки по стрельбе, волейболу и самбо. Ребята с интересом слушают напутствие тренера, старательно выполняют все упражнения. Приехал сюда, чтобы популяризировать самбо вообще, вид спортивной борьбы, который сейчас является национальным видом спорта России 2021 года. Так как мы знаем, Владимир Владимирович сам представляет школу самбо, поэтому для детей это очень важно. Самбо воспитывает не только как характер, физическую силу, но оно и воспитывает патриотизм к России. В местном доме культуры рукодельницы проводят мастер-классы по изготовлению сухого душа для участников СВО, росписи пряников и салфеток, созданию народной куклы и сувениров из бересты. О красоте внешней организаторы тоже позаботились. Всех желающих пригласили на разбор гардероба к стилистам и модную стрижку. Мы дружим с Галиной Анисимовной, и когда она предложила поучаствовать в этом проекте, я, конечно же, согласилась, потому что мне нравится делать людей красивыми. Ну и здесь люди этого ждут, наверное, так как это все-таки не город, выехать в город не получается, а с города мы можем приехать и навести красоту. Прошла и встреча с отцом Максимом Стыровым. Для девочек в школе гинеколог провела просветительскую беседу. Состоялся личный прием граждан с депутатом Госсовета Надеждой Дорофеевой. И это еще не все мероприятия. Подобные экспедиции Союз женщин проводит с 2017 года. Итоги и результаты всегда положительные. В скором времени экспедиция направится и в другие муниципалитеты региона. Павел Королев, Ксения Мишарина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Кайгородский район.